Үтекин болохтун биһиги библиотека бутаагаатчылара, сырутаатчылара, жа бүгүнгү охор ою берибитин сагалыбыт, жануха мен бүгүнгү берим ылжыта, точечный роспигинан жарыктанар, Анна келле бүгүн биһиэха сүрдääҕэ сүгэй карыскал белетин оҥорон көрдөрүөҕэ, жа үтекин болохтун Анна. Үтекиннен. Тан бастатан туран биһиги көрөөчүлөр бүтүгэр, агаачылар бытыгар, бэйэн тускунан гыраттык сырдатын боларай, онна кахаңыттан жарыктанан саглаабыт кынеме. В 2019 году, в ноябре месяце, день рождения у моей матери, 17 ноября. И первый рисунок, мне захотелось что-то сделать своими руками, вот, подарить ей картину. И вот как-то вот мне по душе приглянулся вот рисунок из точной росписи «Оберег». И захотела я сделать ей вот рисунок на память. И как-то вот сразу же влюбилась, то, что можно вот из контуров акриловых красок делать такую красоту. Помимо красок можно еще использовать и стразы, различные камни, керамическую мозаику. И вот после того, как я ей подарила этот рисунок, мамины подружки увидели эту картину и начали поступать ко мне заказы. Вот. Потом я создала свою инстаграм-страницу, и с тех пор я вот с ноября 2019 года занимаюсь точной росписью. Ну, конечно же, это мое хобби. Бу манны көрдөх бүтүнө бу арас карыскал белейте барыта бар, ол курдук жээ ылым бөгүргөти диен хэп. Кыз оғы қарысқала дейін, бай дол қарысқала арастар бейі бүгін оңаруқ бұд кымырдағас же от қарысқалы. Же онуға бейіға тоқнады болыр әбетті, тұтатына мастер-класс бұтығар керекқа. Для начала, для нашего мастер-класса, для нашего трафарета «Оберега» понадобится, ну, конечно же, сам трафарет, формат А4, 21 на 30 сантиметр и рама и стекло, получается, само стекло. Стекло первоначально промываем хорошенечко от пыли и протираем бумажными салфетками. Все впитываем, чтобы никаких вот пылинок, разводов не было. Ложим на сам трафарет. И чтобы было все плотно, картон от рамы тоже под низ. Все цепляем бумажным скотчем. Обычный скотч не берем, так как он оставляет клей на стекле, и его очень сложно потом смывать. А бумажный скотч, получается, он как бы не оставляет никаких следов и как бы очень удобен в плане вообще работы со стеклом. Это обычный канцелярский бумажный скотч, можно купить в любом магазине канцтоваров или же в хозмаркет. Вот такие вот маленькие квадратики нам понадобятся. Цепляем сам трафарет. Сначала смотрим размеры. Для этого нам понадобится линейка. Это уже вот моя рабочая линейка. Главное, чтобы со всех сторон у нас все было ровно. Если что, можно, конечно же, сдвигать. Цепляем. Ой, все съехало.
Трафарет цеплять тоже кропотливая работа, чтобы все ровненько было. Трафаретом можно, в принципе, в интернете в прямом доступе есть. Можно как бы сохранить и распечатать под любой формат, который вам понадобится. Вот. Можно и на маленький формат, можно и на большой формат, вплоть до А1 распечатать. Главное, чтобы качество картинки было нормальное. Вот. Для нашего трафарета можно использовать и стразы со стекла, не пластиковые стразы, потому что пластиковые стразы, если будем клеить на суперклей, пластик съедает, получается, цвет, и его как бы будет блеклый, поэтому мы можем использовать только из стекла стразы. И керамическая мозаика, она выглядит вот так вот, продается в лавке художника любого цвета, который пожелаете, на любой вкус. А мы будем сегодня использовать вот керамическую мозаику такого вот перламутрового оттенка красного. Нам понадобится такой вот карандаш для страз. Он продается в любом магазине для мастеров ногтевого сервиса. И такой суперклей. Ну, обычный клей можно использовать, суперклей любой марки. Стразы или же керамическую мозаику можно клеить по рисунку, как вам угодно, как пожелаете, как нравится. Вот, нету определенного какого-то вот порядка, как должны стразы лежать. Можно и весь рисунок сделать из страз, можно вообще без страз сделать или вообще без мозаики. Но обычно керамическая мозаика придает вообще рисунку очень нарядный вид, богатый нарядный вид, что очень даже красиво. Если по стоимости стразов или же керамической мозаики, то мозаика, одна упаковка стоит от 80 рублей, смотря сколько штук туда входит. Продается в лавке художника. Стразы, если вам нужно пару штук, больших штук, пару штучек, то можно, в принципе, в магазин тканей, Якутюрье я обычно ходила раньше. Вот. Или же стразы, если вот в больших упаковках, то можно заказывать с Алиэкспресс или же в магазине вот для мастей и мастеров ногтевого сервиса, так скажем. Сначала по трафарету мы все раскладываем, чтобы удобно все было, а потом уже начнем клеить. Вообще точечная роспись очень успокаивает. Это работает мелкая моторика. Сидишь, релаксируешь спокойно, медленно. Конечно же, при работе с красками, контурными красками, при работе точной росписи, конечно же, лучше не торопиться, а спокойно, размеренно, чтобы ничего не заморать, чтобы рисунок получился ровный. Аккуратненько все сделать.
Керамическая мозаика сама по себе как камешек, и от того, что мы будем клеить суперклеем, оно цвет не потеряет, вот как пластик. Пластик съедается оттенок, потому что суперклей он едкий и все разъедает. Раньше, когда у меня не было опыта, я вот все руками раскладывала стразы. У меня, я не знала, что можно использовать такой карандашик восковой для страз, а потом уже поняла, что это облегчает гораздо работу со стразами, с мозаикой керамической. Так, всю мозаику мы разложили, и сейчас они тут еще положим, а потом начнем уже клеить. Вообще, конечно же, на подарок своими руками сделать из красок, из точной росписи, вот это самое, мне кажется, такое вот искреннее, самое такое вот душевный подарок. Так, берем суперклей. Совсем чуть-чуть наливаем его. И обычными вот палочками, бамбуковыми палочками можно, или же такими деревянными зубочистками воспользоваться. Так, наш клей. И сейчас будем клеить. Нужна для этого совсем маленькая капелька. Не нужно очень много наливать, совсем чуть-чуть. Ну все, мы закончили вот клеить нашу керамическую мозаику. Такая вот красота у нас получилась перламутровая. Сейчас мы приступаем к нашим акриловым контурам. Для рисунка мы будем использовать фирму Decola. Основной у нас цвет будет медь, тоже фирмы Decola, универсальный. Если, допустим, где они продаются в лавке художника или же в канцтоварах, в канцмагазинах. По стоимости они начинаются от 120 рублей до 300 рублей. От 200 до 300 рублей. Вот. Начнем. Нам понадобится еще салфетка бумажная, чтобы, если что, контур, носик вытирать. Потому что он бывает, что неровные, чтобы у нас ровные получились шарики, точная роспись, нужно будет постоянно каждый раз после нанесения рисунка вытирать кончик контура. Так, начинаем рисунок обязательно с середины, так как если мы будем начинать с конца, то мы, рисуя середину, можем края испачкать. Поэтому мы начинаем аккуратно с середины. Смотря какой у нас рисунок, мы наносим мелкие точки. Мелкие точки наносим
то есть выдавливаем, практически не выдавливаем, а оно само выходит. Смотря от нажатия на тюбик, у нас или же большие точки получаются, или же мелкие. По хранению красок. Краски очень боятся холода и жары. Получается, если же вы их купили зимой, то обязательно их нужно будет вовнутрь куртки, шубы положить, чтобы они как бы не столкнулись с холодом. Иначе краски поменяют свой состав, и они превратятся в воду. И форму не удастся сделать аккуратную. Вот первый рисунок у нас вот практически готов. Приступаем ко второму. Так как это ручная работа, конечно же, супер идеальный, симметричный рисунок не будет. Все равно будут какие-то точки будут больше, какие-то точки будут меньше. Но это и есть ручная работа. На то и есть ручная работа. Обычно я использую фирму Декола. Вот, они в плане вообще и палитры больше, и в плане практичности лучше, и по составу, и как бы по консистенции лучше, чем вот краски фирмы Контур. Мне очень понравились краски Контур, так как они при выдавливании как будто бы выходят с коркой. Не очень красивые получаются. Вот, основу мы закончили. Основа у нас была медь фирмы Декола. Вот, сейчас, чтобы завершить рисунок, мы наносим второй оттенок для завершения рисунка. Второй оттенок мы можем сделать телесный, тоже будет красиво. Также это фирма Декола. Вот так вот выглядит. Кончик обязательно вытираем. И эти шарики, вот роспись мы делали чуть покрупнее, а телесную, которая завершает рисунок, мы, получается, между точками делаем еще мельче для завершения рисунка. Вот между ставим. Практически не выдавливаем, он сам вытекает. И наносим мелко-мелко-мелко между точками. Следим, чтобы больше много не вытекало. Если много вытекает, мы берем кончик, снова вытираем. Если вдруг какие-то помарки произойдут во время рисунка, когда вы наносите краску, то ни в коем случае сразу же не беритесь это все удалять салфетками. Дождитесь, когда краска подсохнет хорошенечко, и потом аккуратно вот такой вот зубочисткой или бамбуковыми палочками аккуратненько вот снимаете краску. Она отлично корочкой отходит. Просто цепляете красочку вот эту вот, которая подсохла, и убираете. Пока она свежая, не трогаем. Заполняем все промежутки между точками.
Также краски, вот я сказала то, что они боятся холода, также они боятся, когда очень жарко. Возле батареи не храним также краски. На солнце не держим, так как они могут поменять свой состав и станут супер жидкими или же супер вообще засохнут внутри. Не торопимся, супер аккуратненько ставим. Середину мы закончили, наш центр. Вот такая вот красота у нас получилась. Медь и телесный оттенок. Сейчас мы будем это все закрывать центр круга. Мы возьмем за основу бронзу, чтобы она не сливалась с центром. Кончик обязательно протираем, так как могут быть остатки краски. Чуть-чуть проверяем, как он. Так. При нанесении больших точечек обязательно нужно держать не под наклоном, а прямо, чтобы у нас ровные получились крупные точки. А если под наклоном держать, у нас они получатся не как кругляшочек, а овал. Также мы будем вторым оттенком этот круг завершать. Второй оттенок мы выберем уже другого цвета, не телесный, а тоже приближенные к перламутру, наверное. При нанесении рисунка стараюсь использовать более такие теплые пастельные тона. Пытаюсь избегать синих, оранжевых, фиолетовых оттенков, потому что мне нравятся больше такие цвета. Так, ну, сейчас будем использовать вот такой вот белый перламутр, тоже фирмы Декола. Кончик обязательно протираем. Также мы его держим прямо, не под наклоном. Когда мы закрываем круг, мы наносим, закрываем его с двух сторон. И с внутренней, и с внешней стороны. Тут уже смотрите сами, как хотите, какого объема рисунок у вас был. Можно и крупными, можно и мелкими, кому как нравится. Но я предпочитаю более объемный рисунок, более крупные точки. Центр рисунка мы закрыли таким кругом. Для этого мы использовали бронзу оттенок и перламутровый белый цвет. Вот так вот выглядит завершенный центр. Сейчас мы начинаем края. В края мы будем использовать также медь, как и в центре мы использовали оттенок медь. Так. Кончик протираем. Начинаем тоже наносить маленькие точки, так как у нас рисунок не крупный.
Насколько сильнее вы выдавливаете, настолько большие у вас будут точки. Поэтому, нанося маленькие, практически не выдавливаешь. Так, основной рисунок мы закончили. Сейчас данный рисунок будем наводить контур. Получается, между этих точек мы будем дополнительно еще мелкие проставлять, чтобы наш рисунок был еще четче и еще красивее. Мы возьмем уже другой оттенок, скорее всего, возьмем, наверное, так, возьмем белый, чисто белый оттенок. Чисто белый оттенок по стеклу и керамике, тоже фирмы Декола. Носик также протираем. Так. И аккуратненько между проставляем. Получается, они по объему должны быть меньше, чем у нас основной рисунок, так как мы вот этими вот дополнительными точками закрываем наш рисунок и делаем более четче. Рисунок закончили, нанесли, получается, белым цветом, белым контуром все закрыли, закончили, а также телесным цветом эти края сделали, чтобы у нас эти рисунки не сливались, чтобы была какая-то гармония. Сейчас мы будем делать круг, уже завершать, закрывать наш рисунок. Будем использовать цвета, которые мы вот в центр закрывали. Это у нас бронза и белый перламутр. Начнем. Так. Носик обязательно протираем. Держим прямо наш контур. Чтобы закончить наш рисунок, мы будем использовать белый перламутр. Также между проставляем. Можно использовать, так как шарики у нас большие, можно использовать 2 руки. И обязательно держим ровно. Бывают случаи, когда внутри контурных красок образуется воздух. Об этом можно узнать, когда с тюбика краска сама без усилия начинает сильно-сильно стекать. Прям как будто бы вы сильно надавливаете. А это на самом деле вдавливает краску в воздух. Для этого необходимо дождаться, пока нужное количество оттуда выйдет, и протереть просто кончик носа. Оно в любом случае как бы выйдет. И чтобы рисунок не испортить, лучше уж на черновик эту краску спустить, а потом уже начинать дальше рисовать. Можно также дополнительно нарисовать лучи для красоты. Ну, это по желанию, смотря какой рисунок вы делаете. Мы завершили наш рисунок. У нас получилась вот такая вот красота. Сейчас мы аккуратно снимаем наш бумажный скотч. Вот он никаких следов не оставляет после себя. Можно использовать палочки. Но главное не задеть рисунок. Аккуратненько снимаем все. Все, так.
картина готова. Для фона мы используем определенную бумагу. Такие фоны продаются в лавке художника. Они плотные, специально под картины, под стекло. Ну, по стоимости они начинаются от 35 рублей. Также разные оттенки можно приобрести. Мы будем вот такой вот бежевый фон использовать. Картину нашу снимаем с трафарета. Убираем наш трафарет. Все как есть цепляем. Ложим наш фон и нашу картину сверху. Рамка. Такие рамки можно в любом канцелярском магазине приобрести. Они стоят от 120 рублей. Все, наша картина готова. Обязательно нужно положить в труднодоступное место от детей или вообще от каких-либо предметов, от животных, чтобы картина в течение суток подсохла, чтобы краски схватились. Также такой рисунок можно наносить и на коже. По коже мы используем, помимо таких красок, используем еще художественный лак и специальный спирт. Прежде чем на коже рисовать, мы обрабатываем кожу спиртом, ацетилсалициловой кислотой, ацетилкой, по-моему, так называется. И ее обрабатываем, снимаем как бы это жирный слой. Наносим трафарет. Трафарет мы используем также бумажный. С задней стороны мы проводим все карандашом, а сверху уже потом очертания проводим. И тогда у нас на коже остается трафарет, по которому мы рисуем. После того, как краски в течение суток подсохнут по коже, через день мы наносим художественный лак. Его прямо аккуратненько заливаем и кисточкой распространяем на круг. И уже где-то тоже также будет сутки сохнуть. Но на жидкие, пока краски контурные не подсохнут, лак не наливаем, так как может смешаться с контурными красками. А в картине мы не используем художественный лак, так как у нас картина висит на стене, а кожа, допустим, с нами всегда в наших руках используется. Чтобы рисунок не стерся, мы используем художественный лак. Вот такая вот красивая картина у нас получилась. Қарысқалбыт білеті де силіге сетті, хүрдағын үшігей болла, аннаға тон мақтанавын үңірігін ылынан кәлбеккер, хүрдағы үшігей мастер-класс болла, онда тон анығысқы беріге кірсіққа дер.